Друзья, всем привет! Сегодня 4 февраля. Заметно потеплело. С утра показывает минус 31 на Яндекс.Погоде. Вот. И мы с Димой, как всегда, по традиции, чтобы не пропускать эти выходные, поехали катать на объем. Сегодня мы проедем до Даркелаха, потом на Нижний Бестяг по автозимнику. Ну, надо сказать, это уже третья попытка. Первые две попытки не закончились успехом. Но поскольку первый раз мы прокололи колесо и не доехали, а второй раз был сильный ветер на реке, и мы с Димой решили отступить и вернуться в город. Но в этот раз, надеюсь, у нас все получится, и мы проедем свой маршрут. Друзья, я еще хотел рассказать о том, что в Якутске начали делать такие теплые остановки. Их уже очень много по всему городу. Теплые остановки для... Ну вот, смотрите. Они очень помогают. Здесь, видите, тепло. Есть вот здесь обогреватели. Когда очень холодно, реально остановки спасают. Да, и к тому же здесь есть розеточки, вот можно подключить свои девайсы, подзарядиться. Вот здесь такие удобные скамейки. Вот. Ну и мы иногда с Димой, когда куда-то едем, если есть теплая остановка, обязательно заходим, греемся. Вот. Что вот так выглядят якутские остановки. Вот вы видите, даже солнце светит. На реке, наверное, его будет еще больше. Сейчас поедем с Димой, проверим. А вот, друзья, мы подъезжаем в район Гресса. Как говорят в народе, Гресс — страна чудес. Зашел в подъезд и там исчез. Так. Улица Бабушкина. Вот гаишники кого-то хлопнули. Таксист, видите, перегруз, наверное. Так. Потихоньку выбираемся на трассу. Немножко нам осталось. Так. Указатель на ледовый автозимник. Нам вот туда по стрелочке направо еще где-то 1,5 километра, и мы будем уже на зимнике. Так, ну вот, друзья, мы подъехали к ледовому автозимнику, который ведет прямиком в Нижний Бестяг. Вот здесь где-то километров 10, наверное, 12 до того берега. Это вот начало, переправа. Вот дальнобойщики едут. Вот, друзья, видите, Гало. Красивая Гало, да. Красота. На фотоаппарат будешь снимать? На видео. Так, вот еще раз. Такое Гало. Красота неописуемая. Солнце. Тумана нет, наконец-то. Чувствуется прям приближение весны. Чувствуется радость, счастье. Вообще, когда на велосипеде едешь, это неповторимое чувство свободы. И вот каждый раз, когда мы едем
В нашей покатушке мы всегда получаем несравненное ни с чем удовольствие под названием эйфория, ну или велокайф. Вот и сегодня мы получаем это удовольствие. Красота, красиво. А вот и граница муниципального района Мегино-Канкалашский УЗ. Вот слева дорогу заливают водой, водовозки. Осталось совсем немного до того берега, где-то пару километров, наверное. Но мы решили не обедать в кафешке Нижнего Бестяха. Не хотим тратить время. А поедем мы после Бестяха на Хатасскую переправу. И там по переправе доедем до того берега. И в Хатасу не будем заезжать, там есть объездная дорога рыбацкая. И вот по этой дороге мы будем выезжать на 203-й микрорайон. Ну что, остался километр примерно. Что я хотел сказать? Здесь дорога получше. Вначале дорога была похуже. Было много неровностей. Ямки всякие, кочки там. Сейчас же более, так как сказать, по накатисти едется. Вот. Дмитрий Дмитриевич собственной персоной на новых покрышках Кенда Клондайк на 29 дюймов, или как говорят сейчас лайнеры. Вот. Первая такая его поездка на новых покрышках. Дима, кстати, как тебе покрышки? Нормально, нет? Хорошо, да, катит? Я говорю, хорошо катит? Да. Не скользко? Не скользко. Не холодно? Да. Не холодно? Ладно, я шучу. Так. Я имею в виду шума, покрышек не слышно. Ну, то есть, то, что шипов. Шума, да. Шума шипов нет по льду. Да, вот здесь все слышно. Ну, вообще швальба, она сама по себе злая. Пятирядка, 5 рядов шипов. А у Димы мы смотрели, здесь всего 4 ряда шипов. Ну и она такая более гладкая, что ли. Нету вот этих вот, как сказать, ну, наверное, вы меня поняли. Она как бы более округлой формы. А вот это она такая более торчащие у нее вот эти шипы, которые как раз придают вот этот звук. Дима, попробуй шлифани. Во-во-во-во-во. Вот, друзья, мы уже на том берегу. Правый берег реки Лена. Видите, здесь такой вот накопитель железной дороги Якутии и Нижний Бестях. Отсюда пассажиры прямиком направляются на ЖД вокзал. ЖД вокзал Нижнего Бестяха. Опа. Так. Дима, давай, газуй своим ходом, молодец. Вот сил у кого много-то.
Вот, остановились немножко отдохнуть, попить чая. Ну и потом дальше двинем. Вот, мы приехали оттуда. Это вот дорога вдоль берега идет. Здесь машин практически не ездит. Мы не стали выбираться на трассу, где машины. Здесь более спокойное место, поэтому здесь кушать не будем. Кушать не будем. Кушать не будем. Нет. Наверху в кафешке нас ждет Николай. Ну и мы решили все-таки заехать в кафе, немножко перекусить, пообедать. Ну и потом дальше поедем. Вот мы приближаемся к основному подъему на Нижний Бестяг. Осталось совсем немного. Скоро будем на месте. Вот здесь начинается основной подъем. Мы решили немножко облегчить и пойти пешком. Вы видите вид на нашу реку, река Лена. Вот такая она большая. Там вдалеке видно ледовую переправу на Хатасы. Машина ездит, но не так много. Нам надо будет туда проехать. Ну и потом мы в сторону Хатас, потом пригородная, 203, и мы дома уже. Че, как дорога там через Зеленый Луг? Нормально? Вот сидим, обедаем в кафе Саламат, Нижний Бестяг. Ну вот, отлично, мы пообедали. На часах уже 13:00. Мы выдвигаемся дальше, уже настроем. Я, Дима и Николай. Едем мы на второй автозимник, который до Хатас. Вот, но мы в Хатас не поедем. Поедем через пригородный город. Потихоньку выбираемся из Нижнего Бестяга. До переправы остается где-то 3 километра. Скоро мы там будем. И снова покатим по льду. Погода отличная. Гала еще не пропала. Ну, наверное, отсюда не видно, но вживую это гала видно. Вот вокруг солнца такой круг, как радуга. Настроение отличное. Баки заполнили на полную. Вдоволь досыта покушали. И катим дальше. Ну, вообще как бы как в Арте сейчас, на самом деле. Так по ощущениям где-то минус 25, минус 20 где-то. Даже кажется, что солнце пригревает немного. Оттого и настроение даже еще лучше стало. Видите, на дороге, когда машина проезжает, такой красивый перемет образуется. Снег по асфальту кружится, летает. Так, вот заправка Саханнефтегаз-Бытовская. И вот туда направо, вот до поворота метров 20 осталось. И будет переправа Хатасы в Павловск. Так. Вот он поворот. Нам туда, направо. Так. Ну и сейчас начинается спуск. Я, наверное, снимать не буду, а то у меня
Рука отвалится от холода. Так. Оп. Немного грохнулся на спуске. Тормоза не работают у меня. Ну, тут калипер, да, тормозной. Там масло в нем, надо его почистить. А то так опасно ездить без тормозов-то. Вот ребята спускаются так же, как я. Одной ногой притормаживают. Видите? Коля правой ногой, Дима левой. Вот я таким же макаром вниз спускался. Вот здесь вот упал. О, вот. Вот выехали мы в ледовой переправе Хатасы-Павловск. Нам туда, Дима показывает, налево. Вот видите, тут развилка. Раз дорога, два дорога, три дорога, четыре дороги. Любую выбирай, везде свободно, машин мало. Да их нет здесь фактически. Там дальше, если посмотреть, там рыбаки сидят. Как обычно, традиционное рыбацкое место. Только звук покрышек, и только ветер в лицо. Когда на велике еду, то значит все хорошо. Оп, белотень. Ребята. Здорово. Полет нормальный. Вот, друзья, пошла идеальная дорога. Лед. Лед такой, что лучше асфальта. Накат хороший, отличный. Ну, такой ветер еще немножко поддувает боковой. Не сильный, не холодно, в общем. Даже жарко нам. Погода где-то минус 32 за бортом. Такой встречно-боковой ветер поддувает. Но ничего, нормально. Остановились немножко отдохнуть, чай попить. Николай немножко приложился. Николай резко решил отдохнуть. Я не упал, я решил резко отдохнуть. Вот, немного свернули направо. Уже подъезжаем к рыбацкому месту. И здесь вот такой деревянный домик. Здесь вот, видимо, это для рыбаков создано. Или для дорожников, скорее всего. Здесь печка такая, буржуйка. Дровишки есть. Вот, так что вот, наверное, такой, как сказать, обогревательный пункт, наверное. Свернули направо от Зимника. Едем вот в сторону, где тусуются рыбаки, на рыбацкое место. Вот. И будем там между островами пробираться в пригородное. Оттуда, наверное, на Зеленый Луг. Ну и мы в городе фактически будем уже. Вот, но что-то рыбаков не видно. Они обычно вот, где-то вот здесь стоят, возле острова. Но пока мы не видим ни одной машины. Ну вот тут мы все-таки отыскали это место. Рыбацкое место. У него есть еще название. Рыбаки, напишите в комментарии, кто знает, как называется это место. Все знают про Ермолку. Там, не знаю, там Графский берег, там, ну, где рыбаки обычно собираются. Здесь, рядом с Хатасами, на реке. Вот это место как называется?
Так, ну дорога, судя по всему, есть. И накатанная, хорошая. Машины часто ездят. По этой дороге мы наверняка попадем в пригородное. Едем дальше. Вот, забрались на остров. Не знаю, куда эта дорога нас приведет. Еще слева дорога есть. Опа! Давай, давай. В общем, мы дорогу-то не нашли. И решили все-таки выезжать через Катасы. Потому что уже темнеет. Если мы там будем по островам гулять, то это может затянуться на очень и очень долго. О! Тракторы белорусы едут за сеном по-любому. Вот. Go, go, go. Едем дальше. Накатали дорогу. Вперед, вперед и только вперед. Выехали на дорогу, ведущую в Катасы. Здесь тоже начинается зимник, Павловск, Катасы. Начало автозимника. А вот и поселок Катасы. Скоро в нем будем. Немножко подустали ребята. Уже темнеет. Ну как темнеет? Солнце вот сейчас 3 часа дня. Где-то примерно через час-полтора уже начнет конкретно темнеть. И ну, у нас на всякий случай есть фонарики, велофонарики. Поэтому темнота нам не страшна. Продолжаем свой путь. Проезжаем Катасы. Скоро будем уже на трассе. Осталось пару километров где-то. Якутск 250 метров. Ну, как сказать, чтобы доехать до центра еще где-то километров 10. Не знаю, откуда эта цифра взялась, 250 метров. Слишком это, позитивная цифра. Так. Ребята вдалеке едут.
Остановился их подождать немного. Все-таки тоже отдыхать надо. Так. Ждем ребят. Вот, а я был прав все-таки. До этого указатель был 250 метров, но все-таки до Якутска не 250 метров, а 10 километров. Стелла Хатасы. Хатас. Видите, солнце уже садится. Буквально еще через час и будет темно. Ничего не будет уже видно. Дима катит. За ним Николай. Все, отдыхаем, отдыхаем. Давай отдохнем немного. Коля, давай, давай. Свернули с Покровского тракта направо, возле магазина «Три лимона». Есть поворот такой направо, вот мы. И по нему мы сейчас вот по этой дороге, тут по полям, по лэпу, мы выйдем на пригородное, да, вот где вот эти все дома, там дачи. Ну и через пригородное по плану выйти на улицу Чернышевского, откуда уже будет рукой нам подать до города. Выкатились с ребятами на речку Шестаковка. Здесь мост такой проходит. Видите, уже солнце садится, скоро вообще потемнеет. Будет полная темень. Парни едут. Видите, уже закат такой, солнце садится. Кстати, луна появилась даже. Видите, вот. Справа луна. То есть солнце заходит, луна просыпается. Так, вот. Дима с Колей. Все, как самочувствие, как? Все нормально, подустали? Да. Ну я тоже. Подустали. Жрать охота, да? Я бы тоже сейчас перекусил, посидел бы в тепле. Энергия бы пришла и дальше бы. А я бы сейчас горячую ванну. Горячую ванну, горячий душ, под одеяло, да? Вот выехали на Чернышевского, на Покровский тракт. Тут уже движение такое внушительное, скажем так. Много машин. Дима где-то там позади Коля. Сейчас его дождемся, дальше поедем. Мы друг друга ждем. Мы друг друга не бросаем. Николай. Немножко отдохнем и дальше поедем. По узкой тропинке. Тротуары не чистят. Приходится ехать вот так. Ну как бы тут не разойдешься с человеком. Если человек будет навстречу идти, надо будет кому-то уступать. Тротуары вот такие узкие, видите. Все, как бы снимаем прощальное видео. Здесь мы расходимся. Кто куда. Дима к другу поедет. Николай домой, но я тоже, наверное, своим как бы темпом, своей дорогой тоже поеду дальше. Ну, в городе уже все, тут уже осталось немножко совсем. Да, Дима. Ага. Ладно, все. Пока. Да. Пока. Уже стемнело. Заехал выпить горячего кофе. Так, здесь вот. Здесь стоит. А я здесь.
немножко согреюсь, до дома осталось совсем немного. Фух, немножко устал. Ну что ж, как бы день подошел к концу уже. Темнеет. Наверное, на этом я буду уже заканчивать свой сегодняшний репортаж. По километражу получилось 78-79 километров. Я еще дома посмотрю по GPS конкретно сколько. Но вчера я проехал 16 километров, плюс еще сегодняшние, да, вот это за 2 дня показывает сейчас на данный момент 77 километров. Вот. Так, ну в общем, день сегодня удался. Не зря мы съездили с ребятами, поймали, как говорится, шанс, использовали сегодня этот день, теплый день, почти по-весеннему, по-мартовски теплый. Вот, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, комментируйте, буду рад как бы услышать ваше мнение о зимних покатушках. Пишите, и всем пока-пока. До скорых встреч!